Я почти не подходил к золоту. Меня оно никогда не интересовало. И если человек случайно называл не золото, а золотишко, вот меня как током било, меня сразу настораживало. Я не люблю слово «золотишко». Вадим Туманов. Первый легальный миллионер в СССР. Больше всех добыл золото для страны, дольше всех находился под следствием. 6 раз бежал из колымских лагерей. Его ловили, били, рвали собаками. Прожитое определяет так. Жил как голый среди ножей. В декабрьскую ночь 1986 года неожиданный звонок разбудил Вадима Туманова, легендарного золотопромышленника, первого старателя в СССР. Он был в командировке в Магадане. Снял трубку, услышал голос своего заместителя. «Вадим, на всех базах артели идут повальные обыски. Ищут неучтенное золото, наркотики, оружие, антисоветчину. Завтра прилечу», — сказал ему Туманов, — «если здесь не арестуют». Утром он должен был выступать на всесоюзном совещании и представил на миг, как его опять забирают на улице, заталкивают в машину в наручниках, как шепчутся на крыле главного золотодобытчика, самого легендарного из старателей. Не случайно, видно, всегда работало с ним столько бывших зэков. Утром он был на пути в Москву. Летел над колымскими знакомыми лагерными местами и думал, на этот раз за что? Неужели опять все насмарку? Неужели опять эта власть сломает ему жизнь? В 20 лет он был помощником капитана, ходил за границу на грузовом судне. Однажды в шведском порту Гетеборг так ответил иностранному моряку, которого удивил обшарпанный вид советского парохода. «Неважно, какой у него вид, зато он под флагом самого прекрасного государства». «Кто это вам сказал?» — сочувственно спросил иностранец. «Это все знают. Думаю, и вы тоже». Скоро он вспомнил этот разговор в комендатуре лагеря, где его, лежащего на полу в наручниках, со связанными ногами прессовали сапогами охранники. Его били, а он мгновенно угадывал, куда целит носок сапога или каблук. Он был боксером, не проигравшим ни одного боя, одним из лучших на Тихоокеанском флоте. Но охранники действовали кучей, без всяких правил. Его путь на Колыму начался в 1948 году в Таллине. Во время бытовой драки моряков в порту он случайно задел кулаком товарища Лаульстона, одного из главных коммунистов в Эстонии, пытавшегося остановить драку. Его срочно отозвали домой, во Владивосток, а там забрали, прямо на улице, и устроили на 40-трубный пароход. Так моряки называли городскую тюрьму. Потом до порта Ванина за решеткой в телячьем вагоне. Потом в Магадан, в трюме парохода Дзержинский, среди 6 тысяч других заключенных. Он вошел в группу бывших фронтовиков, собиравшихся захватить и угнать пароход. Но кто-то их выдал. Охрана пригрозила пустить в трюмы пар, всех сварить заживо. 20 лет спустя Туманов создал артель старателей на берегу Охотского моря. И, глядя на корабли, идущие в Магадан, часто думал, как сложилась бы жизнь, если бы удалось тогда захватить пароход. Он, возможно, остался бы моряком, ведь море никогда не отпускало его, даже в стальных камерах штрафных лагерей. Лежишь ночью и думаешь, где-то есть другая жизнь. Пароходы гудят, проходят, рестораны, театры, люди спешат, становятся капитанами. Я ведь все это понимал. И у меня иногда на глаза наворачивались слезы. Понимаешь, особенно первое время. А первое время я ничего не думал, когда вообще срок. У меня было что-нибудь только навредить кому-нибудь. Это именно лагерной системе, понимаешь? Все. Поэтому вот эти вот первые годы для меня какие-то самые страшные неприятности. Это рассказать просто невозможно. Это побег где-то на 8-й или 9-й день. Это когда тебя бьют, когда ты вообще ненавидишь, когда весь мир тебе противен, когда ты думаешь, какой ты дурак, нужно было остаться в Швеции. Была ведь возможность. Туманов ведь прошел не политические лагеря, а после первого побега он уже был в штрафнике, в штрафном лагере, он уже общался только с блатными. А после 3-го, 4-го побега это все были блатные, все его окружение были блатные, а не политические. Посвящается Вадиму Туманову. Был побег, на рывок, наглый, глупый, дневной, Вологодского сна.
ног и вперед головой. За первые свои 5 лагерных лет Туманов 6 раз пытался бежать. Его ловили, судили, добавляли срок. Однажды дали 25 лет за коллективный побег с ограблением сберкассы. Только этот приговор он признает справедливым. Все это понятно, это некрасиво, но такова жизнь. Ты попадаешь, тебя затолкали в этот омут, и ты должен что-то делать. И когда произошел грабеж, я все-таки считаю, да, я был участником, но я считаю, что когда тот, кто был в кассе, охранял, его хотели убить, я как бы оттолкнул то ли страшного, и тот непонимающими глазами смотрел, что я делаю, а мне запомнились слова, полный испуга, слез этого парня, который грузин, кстати, был, охранял, и говорит: не убивайте, у меня мама есть. Слово «беспредел» было известно тогда только среди заключенных. Администрация большими командами перебрасывала из зоны в зону головорезов, предавших воровские законы, и провоцировала кровавые драки, пытаясь уничтожить таким образом непокорные ей группировки. Говорили, что генеральный прокурор СССР Вышинский был автором этой идеи – уничтожения заключенных руками самих заключенных. И Туманов оказывался в центре этих событий. Увернувшись от ножа, он однажды так ударил бригадира-беспредельщика Ерофеевского, что охрана заподозрила – удар нанесен гирей. Невозможно такое сделать голой рукой. И Рогов, этот командир дивизиона, говорит: так рукой не ударишь. Чем ты его ударил? Я говорю: смотри, начальник, у них печка топится, я бью рукой в печку. Ну, кирпичная печка, кладка заштукатуренная, побеленная кирпич. Вылетели туда кирпичи в сторону, и рука пролетела туда. Дым пошел, естественно, сюда. А у Ерофеевского вот это вся, в общем, и ухо, и глаз, и все так и остались придвинутыми к носу. Этот факт, как и многие другие из биографии Туманова, лег в основу художественного фильма «Фартовый». На зоне сыграем этот фраерский гнидник, а, Кныш? Конечно, сыграем, Светя. Актер Владимир Епифанцев, сыгравший главного героя, встречался с Тумановым накануне съемок. Это такой, с одной стороны, антигерой. Человек бескомпромиссный, злой, яростный. Да лучше сдохнуть, чем так жить. Ему было, как мне показалось, плевать на все. Для него важна цель, свобода, вырваться за грань вот этого мрачного мира, который предлагался в этот момент испытаний, серьезных, суровых испытаний, который этот герой проходил как вот путь, как становление, когда слышишь эту историю, вот натурально, например, из уст того же Туманова, это кажется просто фантастикой. Такое ощущение, просто не хочется верить, что такого быть не может. Сотни раз пролетал он над этими местами. От Магадана до Москвы добирался по воздуху за считанные часы, а по земле шел с востока на запад десятилетиями, создавая мощные золотодобывающие артели. Печора была 14-й по счету, самой крупной из них, свыше 1500 рабочих. Пробиты сотни километров дорог в тайге, построены базы, заводы, сдвинуты миллионы тонн земли, вскрыты золотоносные пески на реке Кажим. И вот все остановлено. Следователи хозяйничают в артели. И под большим вопросом заработки людей. Что опять случилось? В чем вина? Он не знал, что стал жертвой очередной кампании в масштабах целой отрасли, что правительство обеспокоилось снижением добычи золота и стало принимать срочные меры. Среди первых старателей, взятых под стражу, был Сергей Буткевич, заместитель Туманова по быту, секретарь парторганизации артели «Печора», работавший ранее директором бассейна «Москва». Бывший спортсмен, жизнерадостный человек, он имел множество друзей и знакомых в столичных кругах. А в Бутырку попал потому, что номер его телефона нашли в записной книжке у Бровина, бывшего помощника Брежнева. В те дни Бровин был арестован. В его сейфе нашли огромное количество драгоценностей. Группу следователей Генеральной прокуратуры возглавили Нагорнюк и Кремезной.
только что перебравшиеся в Москву из провинции. У них даже дух захватило от открывшейся перспективы. А что, если Туманов через Буткевича выходит на Бровина? И тонны неучтенного золота перетекают от старателей через Кремлевскую стену, а потом уплывают за границу. Дело вырисовывалось погромче узбекского, на котором только что вышли в большую политику следователи Глян и Иванов. Разоблачение Туманова было бы весьма полезным для карьеры молодых следователей. Слишком многих возмущали факты его прошлого, его дружба с Владимиром Высоцким и, главное, его фантастическая зарплата. Он официально получал больше всех в стране. Я зарабатывал много, это было каким-то, ну даже, ты понимаешь, даже в политбюро это разбиралось, Саша. Я получал в 2 раза больше рабочего. Ну хотя рабочие у нас получали очень много. И так на протяжении несколько десятилетий. И уже потом не я один, а больше 40 тысяч людей работало. Но все время я у них как первый. Как зло, которое, вот от которого все исходит. В лагерях, думая о свободе, он понял: невозможно быть свободным, если ты бедный. Большинство преступлений – протест против нищеты. Сколько раз встречал он работящих с золотыми руками мужиков, не нашедших места на воле, не желавших, по их словам, горбить на эту власть за ту же пайку. Но как заработать хорошие деньги в стране равноправной бедности, уравниловки, именуемой социализмом, где разница между зарплатами лучших и худших работников такая, что на нее и сапог не купишь? Где предприимчивым быть опасно, а бездельникам нет? Лишь в марте 1953 года у Туманова появилась надежда выжить. После смерти Сталина медленно, но стало меняться что-то и в лагерях. В эти шахтные отвалы не бросали уже умерших заключенных. Я был почти уверен, единственный вариант вырваться из лагерей – это работа. Обратить на себя внимание. Я это проделал с успехом. Большинству политических возвращали свободу. Ждали амнистии по другим статьям. Москва увеличивала планы добычи золота, а рабочих рук в лагерях становилось меньше. Путь был один – повысить производительность. Вот тогда Туманов и предложил вернуть старательский метод, работать так же, как золотодобытчики и в Америке, и в Старой России, получая за каждый добытый грамм. Руководство согласилось. И в 1954-м по Колыме пополз слух, что в бригаде Туманова зэки начали получать больше, чем сам генерал, начальник всех лагерей. Сколько скажут, столько им и дают. А взамен охрану увозят грузовиками с прииска Самородки. Меня вызвал, тогда был главным бухгалтером Поляруш, главный бухгалтер объединения, и говорит: Туманов, смеясь, они говорят: ну, ты понимаешь, мы тебя считаем человеком не глупым, вот ты нас сейчас поставил в такое положение. Мы с тобой должны расплатиться за грамм золота. Какое ты условие поставил? Но золота настолько много, что если мы сейчас с тобой рассчитаемся, нас завтра посадят. Вот сам назови сумму, какая бы тебя устраивала, ну, чтобы это было нормально, красиво. Вот мы разошлись на этом варианте. Я очень помог западному управлению, но я со своей бригадой. На какую ты назвал сумму? Я сейчас не помню, но очень большую. Саша, им было не особенно. Я тебе еще раз говорю, будучи заключенным бригадиром, не только я, мои ребята получали больше начальника Дальстроя. Это всегда злило людей. Оказалось, за хорошие деньги даже зэки работают по ударному. Уже первые производственные показатели этой бригады ошеломили всех. Начались проверки, поиски приписок, подтасовок, но обнаружили лишь изменения в конструкции механизмов и упрощение технологий. На воле никто не решился бы на такое, могли посадить за самоуправство. Бригаду Туманова возили с конвоем по всем приискам Сусуманского управления для обмена опытом. Он не решался тогда обнадеживать людей, убеждать, что их тяжкий труд в шахтах – единственный путь к освобождению. Но сам уже понял это. В 1956 году меня освободили в этом здании. Когда-то, ты знаешь, оно тогда казалось таким ровным, красивым, величественным, а сейчас какое-то, смотри, замученное. Вот здесь были где-то двери, там еще дальше продолжалось, а здесь вот аж в ожидании заключенные бригады. Не бригады, а приводили тех, кого на освобождение, на пересмотр. И вот из этого здания я когда-то вышел сразу освобожден со снятием судимости. Понимаешь?
Было 25, и сразу вдруг ничего. Он сразу уехал тогда во Владивосток. Хотел вернуться на торговый флот. Но выяснил, начальник управления кадров пароходства теперь Красавин. Тот самый следователь МГБ, определивший его сначала в городскую тюрьму, а потом в лагеря по надуманному делу. Значит, не судьба ходить в моря, понял Туманов. И вернулся на Колыму. Он летел с востока на запад над устьями великих рек. Их имена он давал артелям, которые создавал. Алдан, Лена, Печора. Летел и думал, откуда такие масштабы следствия? По всему фронту. Не политика ли здесь примешана? Не случайно ведь секретарь ЦК КПСС Егор Легачев так одернул недавно сторонников не социалистического, как считал он, старательского метода труда. Мы что ж, коммунизм артелями будем строить? Власть, особенно партийная, никогда не доверяла старателям. Добычные участки разворачивали в самых диких местах, в глухой тайге. И не было случая, чтобы туда не добрались контрольные органы, следователи, дознаватели. Следователи никак не могли понять, что контролеров у Туманова и без них достаточно, потому что карман в артели общий. Не так, как партия учила, что все вокруг народное, а конкретно один на всех. И если кто-то сворует, то другие останутся без заработка. Это усвоили даже бывшие заключенные, карманники и грабители, из которых на 90% состояла первая артель. Это все, мы считали, все наше, это все наше. Не свое, а наше. И все не то, что что-то, даже вот едет человек, водитель, нашел шестигранник на дороге, он его не объедет, он его положит, привезет там, или трубу какую нашел, он везет на участок, да, это наш, он к себе везет. Я встречал людей, которые работали, когда я пришел туда уже лет 10-15 с Тумановым, и деньги для них вообще как бы уже перестали носить какой-то характер такой важный. Ну, тогда потребности же были, ну что, румынская мебель, там холодильник Розенлев, трехкомнатная квартира как максимум, машина «Жигули». А все это оказалось при нормальной работе у Туманова достижимо в 1 год. Государство вовсю боролось в это время с воровством на заводах и не могло победить. А в артель люди ехали со своим инструментом. Один токарь привез как-то в тайгу 700 килограммов резцов и других разных приспособлений. Это завод старателей артели «Восток» в тайге на 1000 километров севернее Хабаровска. На место рабочего в артель часто приходили инженеры с дипломами лучших вузов, а иногда даже ученые из НИИ. И поработав в артели хотя бы сезон, большинство не желало уже возвращаться на госпредприятие, на материк, как они говорили. Однажды артель прогорела из-за ошибки геологов. Месторождение оказалось ничтожным. Конец сезона, вот-вот ударят морозы, а золото намыли, за аренду техники заплатить не хватит. Рабочие сникли, собрались по домам ни с чем. Таких поражений Туманов еще не знал. Рушился его непререкаемый до этого авторитет. Таяла вера в его силу, ум и удачливость. Он ведь помнил, достаточно раз дешевнуть. И тогда он решился взять золото Аратукана. Про это месторождение знали. Металла много, но лежит он под дном свирепой речки. Чтобы добыть его, нужно поднять речку на 4 метра выше. Это считалось немыслимым. Туманов собрал все бульдозеры и сказал рабочим: сделаем это, будем с деньгами. Мы не могли остановить вот напор этой реки. Что-то нужно было сделать. И я вижу уже бульдозеры покрываются до поликов, вода доходит. Вижу, что уже бульдозеристы, вот еще секунды, и все будет переломлено. Я тогда приказал завалить 2 бульдозера и засыпать. Это было, конечно, преступление. Если бы мы погорели, меня бы только за это судили. Но все прошло очень хорошо, и мы взяли почти 800 килограммов золота. Опять обогнали всех, но через некоторое время завели следствие. Почему, как, что, опять. У меня всегда кончалось все, что я начинал, обязательно кончалось следствием. Кто-то очень хорошо сказал: вот интересная сторона, он им золото, а они ему следствие. Отсидев 8 лет в колымских лагерях, еще 14 лет в разные периоды своей жизни он находился под следствием. Судьба учила его быть внимательным в делах, как за штурвалом. Он предупреждал подчиненных: то, что другим простят, нам не простят. Недоверие властей к нему никогда не ослабевало. Всякий факт его жизни обрастал злыми слухами.
они были похожи в этом с Высоцким. Володя его обожал, и тот, конечно, его обожал, что там говорить. Это была такая, не дружба даже, а такой роман, такая взаимная влюбленность. Кто-то распустил потом слух, что Высоцкий зачастил в артель за деньгами. Старатели с радостью поддержали бы Высоцкого, лишь бы приезжал чаще. Но он был у них только раз. И пел бесплатно. Потому, очевидно, они и сошлись так тесно с Тумановым, что почувствовали друг в друге внутренний стержень, с которым можно только родиться. Высокое достоинство личности. На Высоцкого Туманов очень сильно повлиял. Как на поэта, как на художника. Высоцкий сравнил артель с островом, на который высаживались те, кто хотел и умел зарабатывать деньги. Зарабатывать. Рабочие смены длились здесь по 12 часов без выходных. Механизмы практически не выключая передавали по смене. И начальников было раз в 10 меньше, чем обычно. Я был и главным бухгалтером, и замом по финансам, и экономистом. И, в общем, я же говорю, если 16 человек ИТРовцев, 1500, вот и считайте. И надо не забывать, что к нам стремились попасть как бы со всего Советского Союза. У нас было 50 человек на место рабочего, на место тяжелую работу 50 человек претендовало на эти места. Поэтому это были совершенно другие люди. И обстановка, которая была там, я никогда, естественно, ни до, ни после, нигде не встречал такой обстановки. Предельно честная между собой, без обманов, без всяких нынешних терминов, каких-то там откатов, взяток. Любительская киносъемка, 86-й год. Строится общежитие на базе в Инте. Небывалая роскошь по тем временам. Комнаты на одного и двоих, круглосуточная столовая, зимний сад, бани, бассейны. И все на свои, заработанные артелью деньги. Старатели сообща решали, сколько пустить на зарплату, а сколько истратить на расширение производства и улучшение быта. Артели старателей, должно быть, были единственными трудовыми коллективами в стране, где рядовые труженики радовались, когда у руководителей вырастала зарплата. Еще бы! В уставе артели строго определен был коэффициент 1 к 2. Если у председателя 3000 в месяц, то у рабочего 1,5. Если Туманов получал 4, а и такое бывало, то рабочий 2, втрое больше тогдашнего министра. Такие успехи настораживали власти. Мне кажется, это зависть. Уезжай ты в эту тайгу, бросай эти кресла свои несчастные. Зарабатывай тоже 1500. Но кто тебе не дает? Для эксперимента мы могли бы взять даже любого министра. Так, для эксперимента. Поработай. Дня 3 хотя бы. Не говори сезон, а дня 3. И узнаешь, как это рубль-то достается. Надо отдать должное министру Петру Фадеевичу Ломако. Назначенный еще Сталиным на пост наркома цветной металлургии, он знал, как достается золотодобытчикам рубль. Однажды вызвал Туманова и в присутствии своих замов и начальников главков сказал: «Вадим, научи этих дураков золото добывать». Члены коллегии сидели потупившись. Туманов, растерявшись, даже забыл их сосчитать, чтобы знать, сколько у него появилось новых врагов. Следствие. Меня люди, которые были заинтересованы, чтобы все-таки государству шло много золота, перебрасывают на другое место, на другие месторождения. Я там организовываю этот вариант. В Якутию я был заброшен в район гор Салы. Мы в первый же год дали тонну 40 килограммов. На второй год мы дали 2 тонны 240 килограммов. И заводят уголовное дело по прямой указке секретаря обкома Черяева. Чтобы как-то вытащить меня, следствие идет, меня перебрасывают на Охотское побережье. И я организовываю уже в Примор золото, опять артель «Восток». Туманов не любит вспоминать об этом, но Восток он оставил в одночасье, добровольно, из-за смертельной обиды. За выдающиеся успехи в труде он представлен был к правительственной награде, а секретарь райкома его фамилию из списка вычеркнул. В 1983 году Туманов написал письмо в Кремль. Призвал главу правительства Тихонова присмотреться к экспедиционно-вахтовому методу, которым работали уже почти 40 тысяч старателей. Он знал, как можно быстро взять золото из таких богатых месторождений, как Сухой Лог, и предлагал, используя опыт артели, оплачивать труд по конечному результату. Он пытался объяснить, что артель старателей – это тот же колхоз, только такой, каким ему никогда не давала быть советская власть.
Именно в 83-м и московские, и местные власти попытались убрать Туманова. Был издан приказ, запрещающий занимать пост председателя артели тому, кто ранее был судим. Созвали собрание, и 963 человека отдали тогда голоса за то, чтобы не менять председателя. Против один – сам Туманов. Я смотрел в зал и видел, как взметнулась вот эта 1000 рук, понимаешь? Саша, я подумал, вот даже ради этого стоило просто жить. Просто как выстрел. Туманов признавался Высоцкому, что по-настоящему боится в жизни лишь одного – потерять соратников. Они и есть золото, очищенное от пустой породы. А Высоцкий, побывав в артели, сказал о старателях: лица у них рогожные, а души шелковые. 11 декабря 1986 года, когда Туманов летел из Магадана в Москву, бригада работников прокуратуры, милиции и КГБ численностью до 100 человек продолжала обыски на базах и производственных участках артели в республике Коми и под Свердловском. Рабочих заперли в столовых, пока в их общежитиях, в бухгалтерии и на складах изымались вещественные доказательства. Туманов прилетел и был ошеломлен. Остановлены все работы по подготовке к промывочному сезону. План сдачи валютного металла под угрозой. Сотворить такое не под силу следователям. Наверняка решение принималось свыше. В цехах, на базах тишина. А внутри коллектива все бурлило. Разгар перестройки, когда все надеялись, что-то вот будет какое-то улучшение, и вдруг, только этих масок не было, как сейчас. А следователи сюда заходили, в этот цех? Конечно, они везде были. Да не знаю, я, по-моему, и туалеты проверяли. Они что-то искали, что они искали, может быть, там золото искали, что ли. Думаю, что мы прячем здесь все. Наверное, искали. Здесь они обыскали все. И территорию базы, все. Следователи были убеждены, что среди 1500 работников артели обязательно найдут какой-нибудь криминал. Утаенное золото, незарегистрированное оружие, порнофильм. Нашли что-нибудь? Кого нашли? Нашли. У одного нашли карты игральные, а у кого-то еще что-то. Карты игральные с голыми женщинами. Не знаю, пришел, правда, он так держал, говорит, вот здесь 26 или сколько дел, уже ордена выписаны. Ребята, приходите, сознавайтесь. И вам ничего не будет. И у Туманова 200 килограмм Это они рабочим говорили. Да, рабочим наши говорили. члены правления, вот все на их уголовные дела, все они будут сидеть. Да. Это в Ухте говорили. И здесь то же самое. Здесь говорили. Здесь тоже. Главный исполнитель здесь был Кремезной. А Нагорнюк так он, на допрос вот меня вызывал. Говорит, Косимов, говорит, рассказывай. Я говорю, что рассказывать? Вот, что вы тут творили? Я говорю, работали. Вот. Что Туманов там? И Туманов приезжал, говорит, в стране нужно золото. Хлеба нет, покупать надо у канадцев. Поэтому надо золото. Вот и все. В Ухте вот собрание было, тут уже у них уверенность пропала. Они решили поиграть в демократию. Мы приехали с Инты на поезде в Ухту. Сколько уж людей, я не помню, но приехали с таким воодушевлением защитить нашего Вадима Ивановича. Что, все, значит, плохой стороны говорили. Ну и потом, сколько можно, грязь обливать. Я не выдержал, поднялся, говорю, слушайте, вы кто такой? Покажите-ка свои документы. Может, вы агент ЦРУ? Эти черти окаянные, я бы их задушил. Что вы наделали? Мы бы до сих пор мы работали бы, и больших бы успехов добились. Попадите ко мне этот Нагорнюк. Когда следствие по делу Печоры окончательно зашло в тупик, Нагорнюк избрал проверенный метод. Стал искать обиженных. Члены его бригады разъехались по стране, выспрашивали у бывших рабочих артели, не заставляли ли их работать насильно, не отнимали ли деньги. Всего получилось уволенных более 5000. Вот среди них не нашлось того, кто написал бы что-нибудь на Туманова. Не о Туманове, а на Туманова. Авантюра следователей в артели Печора в конечном счете была пресечена. Слишком явным было творимое ими беззаконие. Часть из них отстранили от дела, а Нагорнюка уволили из прокуратуры. Но тут включились силы, с которыми Туманов еще не сталкивался и бороться с которыми не умел.
13 мая 1987 года в газете ЦК КПСС «Социалистическая индустрия» появилась статья «Вам это и не снилось». Все измышления бывшего следователя вновь увидели свет. Что же и не снилось читателю? Те хоромы в тайге, которые возвели специально для Туманова и других отцов-основателей артелей. Их зарплаты, шикарные автомобили, которые ожидают их приезда в столицы и других городах. А рядовым работникам, сообщали авторы статьи журналисты Цеков и Капелькин, достается лишь прозябание в дощатых времянках и тяжкий рабский труд. Туманова, утверждалось в статье, вставляют палки в колеса перестройки. После первых публикаций с ведома тогдашнего министра Дурасова Печору ликвидировали. Для Туманова то были самые мучительные даже в его страшной жизни дни. Что такое социалистическая индустрия? Сейчас уже газет, наверное, такой нет. И журналистов таких нету, потому что они не были журналистами. Они были продажными писаками. А тут время все ставит на свои места. Говорухин, защищая Туманова, заявил в литературной газете: хорошие заработки видятся властям не иначе, как нетрудовые доходы. И задал наивный как бы вопрос: неужели социализм – это общество бедных? А первым на помощь пришел Евгений Евтушенко. В личном письме написал о Туманове председателю правительства Николаю Рыжкову. Но Печоры уже не было. Она распалась на строительно-дорожные кооперативы. В начале 90-х его имя не сходило со страниц газет и журналов. Его всерьез считали одним из богатейших людей России, включали в рейтинги миллиардеров, приглашали на элитные тусовки, чиновники высшего ранга искали его расположение. А он всюду и всем говорил одно и то же. Здравствуйте. А где вы? Возников, случай через стенку. Какие вопросы есть ко мне? Давайте, задавайте. И так откровенно говорить, мы сейчас задавлены. Вам сегодня... Туманов надеялся, что метод, наработанный старателями в течение десятилетий, наконец по достоинству будет оценен правительством и начнет широко применяться на стройках и в добывающих отраслях. И люди получат зарплату, достойную добросовестного труда. И с этим надо торопиться. Поэтому, Борис Николаевич, если не примете вы последние островки того, где надо научиться, я не боюсь этого слова, где надо посмотреть, научиться и перенять многое, будут погублены. Он надеялся, но настало время, когда заработки рабочих, кроме них самих, уже никого не волновали. Союз распался, росла инфляция, производство встало, началась приватизация, и Ельцин бросил клич: обогащайтесь. Но 90 с лишним % людей стали нищими в результате реформ, в том числе и десятки тысяч тех, кто вместе с Тумановым добывал золото. Я не хочу говорить о очень многих людях. Есть у кого не было и тогда, и сейчас нет ничего. А есть люди, проработавшие, вот мы сейчас проехали по Колыме, которые проработали всю жизнь. Это не только Колыма, это, наверное, и Норильск, и Воркута, и очень многие, которые всю жизнь работали. И у них буквально в течение нескольких месяцев не стало ничего. А у вас, Вадим Иванович, не стало, и труба стала в Колыме. Новое дело, да? Вот такие дела. Одни слезы остались. За считанные месяцы в стране сколачивались гигантские состояния. Туманова не оказалось среди их обладателей. Когда спрашивают, сколько вы получаете или зарабатываете, как там их спрашивают, они умудрились обычно отвечать: это коммерческая тайна. Я всегда думал, что-нибудь наглее, смешнее, омерзительнее этого ответа есть? У него не хватило вороватости. Все же украли у государства. Никто ничего не создал своими руками, ни одной фирмы. Все это кабинетные у нас олигархи. Честные люди не сориентировались. Вот даже тот называемый теневой бизнес, теневики, которые подпольно там что-то снабжали товарами населения, да, и они не сориентировались. Потому что они работали в обществе, где существовали какие-то правила, где такие понятия, как порядочность, были не пустыми словами.
В 1993 году Туманов собрал мощную землеройную технику. Думал двинуть ее в Коми, на Тиманское месторождение бокситов. Ему обещали дать его не в собственность, в разработку. Привлек ученых, сделали проект, экспертизы. Требовалась виза президента. Туманов опять написал письмо. Не сомневался, возможность добыть свои бокситы, отказаться от их закупки в Африке, определит решение Ельцина. И опять не дождался ответа. Готовые документы исчезли в недрах правительства. А вскоре провели тендер на это месторождение, и Туманова для участия в нем не пригласили. Хозяином Тимана стал тогда олигарх Бендукидзе. Таких ударов ниже пояса Туманов не получал даже на Колыме. Туманов, вот он легкий человек. Вот, может быть, даже вот эти занятия боксом ему очень помогли, потому что легкость, с которой он эти шальные поступки совершал, вдруг уводили его от смерти каким-то странным образом. Вот этот маятник, понимаете, с которым он жил, не давал вот этому смертельному удару проникнуть в его. Бедна, как нищая, и как рабыня лживая, в лохмотья яркие, пестро наряжена. Жизнь только издали заманчиво красиво, и только издали влечет к себе она. Это Надсона хорошая, да, Саша? Многие уехали после ликвидации Печоры. Работают кто в Америке, кто в Германии, кто в Австралии. Но большинство в республиках СНГ не имеют гражданства России, хотя лучше них наш Дальний Восток или Север мало кто знает. А в кооперативе Туманова в Карелии через 20 лет после Печоры сохраняется тот же порядок. На обман не отвечают обманом, строят качественно и быстрее всех. Их дороги не требуют ремонта дольше других. Только вот зарабатывают теперь меньше, чем раньше, и работы дефицит. Закончат эту, и неизвестно, что дальше. В конкурсах на строительные подряды Туманов не побеждает. Побеждают другие, более сговорчивые. А за красивые глаза никто не даст тебе работу. Это никого не интересует, что он хорошо строит, быстро, хорошо, надежно, дешево. И это никого не волнует. Подряды даются не за красивые глаза и не за трудовые качества. Даются за деньги, за взятку, везде. Мне хочется тебе сказать, да, возможно, я не тот человек, но я был все-таки тот человек, который сотни тонн золота принес этому государству. Ему уже 80. Он среди людей, которые любят его. Гордится тем, что живет, не запятнав своего имени предательством и воровством. Считает себя победителем. У Киплинга есть такие строки: «Все потерять и вновь начать с мечты, не вспомнив о потерянном ни разу». Вот так я и жил. И верю, будет у нас все по-человечески. Когда-нибудь. Шоферская песня. Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал, спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дулышил, как шил, и голове своей руками помогал. Но был донос и был навет, кругом 500 и наших нет. Был кабинет с табличкой «Время уважай». Там прямо без соли едят, там штемпель ставят наугад, кладут в конверт и посылают за Можай. Потом зачет, потом домой, 7 годами за спиной. Висят года, на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник 3-й час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, вперед 500, а он зубами танец с саблями стучит. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, вперед 500, а он зубами танец с саблями звучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут, а наше дело — сел, поехал, ночь, полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит,
пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный за ключ, и волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза и холод на спине. А что ему, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый оборот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач, и масс попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера. И заели, хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве слепые щенки. Мы, волчата, сосали волчицу и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же ваш шаг? Дай ответ. Мы затравленно мчимся на выстрел и пробуем через запрет. Волк не может, не должен иначе. Вот кончается время мое, тот, которому я предназначен. Улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Рассвет полоснул по глазам, от
Отворились курки, как волшебный сезон. Появились стрелки, на помине легки, и взлетели стрекозы с протухшей реки. И потеха пошла в две руки, в две руки. Мы легли на живот и убрали клыки. Даже тот, кто нырял под флажки, чуял волчьи ямы подушками лап. Тот, кого даже пуля догнать не могла, тоже в страхе в запрелый прилег и ослаб. Чтобы жизнь улыбалась волкам, не слыхал. Зря мы любим ее, однолюбые. Вот у смерти красивый широкий оскал и здоровые крепкие зубы. Улыбнемся же волчьей ухмылкой врагу, сам еще не намылены холки, но над татуированным кровью снегу наша роспись, мы больше не волки. Мы ползли по собачьи хвосты подобрав, к небесам удивленные морды задрав. Или с неба возмездия на нас пролилось, или света конец, и в мозгах перекос. Только били нас в рост из железных стрекоз. Кровью вымокли мы под свинцовым дождем и смирились, решив, все равно не уйдем. Животами горячими плавили снег. Эту бойню затеял не бог, человек, улетающим в лед, убегающим в бег. Свора псов, ты со стаей моей не вяжись, в равной сваре за нами удача. Волки мы, хороша наша волчья жизнь. Вы собаки, и смерть вам собачья. Улыбнемся же волчьей ухмылкой врагу, чтобы в корне пресечь кривотолки. Но над татуированным кровью снегу наша роспись, мы больше не волки. К лесу, там хоть немногих из вас берегу. К лесу, волки, труднее убить на бегу. Уносите же ноги, спасайте щенков. Я мечусь на глазах полупьяных стрелков и скликаю заблудшие души волков. Те, кто жив, затаились на том берегу. Что могу я один? Ничего не могу. Отказали глаза, притупилось чутье. Где вы, волки, былое лесное зверье? Где же ты, желтоглазое племя мое? Я живу, но теперь окружают меня звери, волчьих не знавшие кличей. Это псы, отдаленная наша родня. Мы их раньше считали добычей. Улыбаюсь я волчьей ухмылкой врагу, обнажаю гнилые осколки, а над татуированным кровью снегу тает роспись, мы больше не волки. Бег и находится. Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находил. Значит, по-другому, то есть, не как все. Мне набили раны на спине. Я дрожу боками воды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня предстоит бороться с скачки. Я сегодня фаворит, знаю, ставят в стены находца. Но не я, жокей на мне хрипит, он вонзает шпоры в ребра мне. Зубоскалят первые ряды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Нет, не будут золотыми горы. Я последним цель пересеку я ему. Припомню эти шпоры, заспою, отстану на скаку. Колокол, жокей мой на коне, он смеется в предвкушении мсты. Ох, как я бы бегал в табуне,
но не под седлом и без узды. Что со мной, что делаю, как смею, потакаю своему врагу я собою, просто не владею, я прийти не первым не могу. Что же делать остается мне? Вышвырнуть шагим его и бежать, как будто в табуре, под седлом в узде, но без него. Я пришел, а он в хвосте плетется, по камням, по лужам, по росе. Я впервые не был иноходцем, я стремился выиграть, как все. Я впервые не был иноходцем, и я стремился выиграть, как все. Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладонью у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал. Это смерти оскал, ложь и зло, погляди, как их лица грубые, и всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
могу ли не вспоминать его? Он спас меня от пули и много чего. Ведь если станет плохо с душой или головой, то в мгновение ока окажется со мной. И где бы он ни был, куда б не уехал, как прежде в бою и в огне, и в дыму, я знаю, что он мне желает успеха, я тоже успеха желаю ему. Я из дела ушел, из большого хорошего дела, ничего не унес, отвалился, в чем мать родила. Не за тем, что приспичило мне, просто время приспело, из-за синей горы понагнало другие дела. Мы многое из книжек узнаем, а истины передают из устно. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо. Растащили меня, и, как водится, львиную долю получили не те, кому я б ее отдал и так. Я по скользкому полу иду, каблуки канифолю, подымаюсь по лестнице и прохожу на чердак. Пророков нет, не сыщешь днем с огнем. Ушли и Магомед, и Заратустра. Пророков нет в отечестве моем, но и в других отечествах не густо. А внизу говорят, отобрали от зла ли, не знаю. Хорошо, что ушел, без него стало дело верней. Паутину в углу с образов я ногтями сдираю. Тороплюсь, потому что за домом седлают коней. Открылся лик, я стал к нему лицом, и он поведал мне светло и грустно: пророков нет в отечестве твоем, но и в других отечествах не густо. Я влетаю в седло, я врастаю в коня, тело в тело. Конь падет подо мной, я уже закусил у дела. Я из дела ушел, из такого хорошего дела. Из-за синей горы понагнало другие дела. Скачу, хрустят колосья под конем, но ясно различимо из-за хруста. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо. Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю себя, когда я трушу, обидно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. И не люблю я слухов, сплетен, версий, червей сомнения, почестей и глуп. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю, когда наполовину, или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, но если надо, выстрелю в упор. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, и мне не жаль распятого Христа. Я не люблю уверенности сытой, когда проходит стороной гроза. Досадно мне, что слово «честь» забыто, и что в чести наветы за глаза.